Ну, мы уже в эфире. Правда, людей я першым несостоявшимся міністрымам разогнал трохи. Пакуль што 6 чалавек, ну нічого страшнага. Мы пачнём, а людзі з'явяцца, я думаю. Адкрыты эфір, людзі з'явяцца. Вітаю ўсіх, сябры. З намі Алена, менавіта онлайн, прямо са студыі. Вот бачыце, якія прыгоды. Романа Скрипина. Ну, ты уже усіх здала, Романа Скрипина. Вот. Не, нормально. Это не тайна, нас приютил Роман Скрипин. Менавіта онлайн называет нас своим подшефным кибуцем. Вот. Поэтому у нас есть студия, где мы можем что-то делать, и где можем работать, офис. И, вообще, место, где мы можем видеть, как происходит реальная журналистика, честная. Ну так. И это большой подарок судьбы. О, модр Артём Чачанец все-таки у модры яго завалаў і табе і сабе, каб трошки выхоўваўся, каб працаваў трошки на беларушчыну. Вітае нас Чачанец, Артём Румянцев, по-моему. Артём, привет, очень рада. Всем рада. Вітанне перадае. Ось, спадзяюся, што ты гэты відос падрэзаўшы выкінеш і на менавіце. Я думаю, трэба контентам напаўняцца. Конечно. А мне трэба яшчэ 2,1000 гадзін праглядаў трэба за 28 дзён, каб мне вярнулі маю манетизацыю. І каб мне з Амерыкі па $5 клалі, з якіх я атрымаю 4. Ты мой золотой. Да. Та же история. Ось. Бачыш, в Украине с монетизацией пакуль што беда. По-моему, монетизации пакуль ты с украинского айпишника. Да, ты можешь отдавать, тебе не дадуць. Але неяк где-то лезть сумеў монетизацию сабе зрабіць на адным канале. Я не ведаю, як он это зрабіў. Можа, яму там сябры оформили где-нибудь за мяжой, з-за мяжы гэты аккаунт, я не ведаю. Может быть. Бачыш, вот здавалася б наша такая царство тьмы беларуская, а Google неяк з беларусамі працуе лепей, чым с братами Украины. Вчера ты сказал царство тьмы, а я вспомнила, как вчера я записала здесь в белом комбинезоне на фоне белой стены. И Вадим Довнер, когда увидел, он очень сильно начал ржать. Сказал, это что, свет против тьмы? Не, ты ж неправильно зрабіла. Трэба было яшчэ... В акции «Свет против тьмы». Трэба было сходить у детский мир, купить самую ёбічную маску гэтага котика, взять парасон двухкаляровый, бело-чырвоны. Вот ты вучыся. Только такую маску бяры, самую уёбічную. Не такую, як аниматоры купляют там в спецмагазинах, чи лепят сами с папье-маше, а такую, которая не под помер, такая малая, как вот вочы вузко были там, альбо, такую совсем китайскую, такую дикую, такую самую. Вот так они были, помните, смелые белорусские женщины вышли с плакатами, и еще таких у масках уебишь. Да, кстати. С гипермаркета таких, в одной рахов, вот такая маска. Вот, тут если ехать по дороге, я думаю, что это часто, но в Киеве, то подходят, знаешь, цыгане как раз такими масками плюс-минус торгуют. Коли будет копейка какая-то, там. Не, я обойдусь. Или скажешь по безналу приведу. Тебе карточку провести. Вот. Якія пытанні падрыхтавала ты, бо я падрыхтаваў сам пытанне. Я готова отвечать на все вопросы, если они будут у кого-то, если кто-то к нам присоединился. Поскольку мы так спонтанно вышли, так ладно, еще спонтанно вышли, мы еще и выйти не могли, это я. Это да. Я тут трошки палітыку партыі аб'яўляў. Карацей, пачнём з абмеркавання гэтага відоса, які хто бачыў, хто не бачыў, белсатаўскі відос. Это відос, які тычыцца чаго апошні. Зараз зірну. Я вам показываю, просто я гэты стрым прыкрыў сарамліва. Гэты відос называецца «Тихановская заменить Макея». Так. Я даже не успела его посмотреть. Тебе сбросила? Да. Доверься мне. Самое цікавае, што за ўвесь гэты відос на гэта пытанне не было адказу, і нават гэта пытанне чамусьці не ставілася. Я не ведаю, можа быць, журналістыка яна зусім не падпарадковваецца правілам нашай індаеўрапейскай рыторыкі, фармальнай логікі,
альбо не падобна зусім на самую прымітыўную мастацкую літаратуру, але ў мастацкай літаратуры, калі ёсць нейкая назоў нейкі ёсць, то ў творы неяк павінен гэты назоў раскрыцца, скажем так. У гэтым творы, калі разглядаць гэты рэпартаж, а я рэпартажам это не назову, гэта некая ода была такая, я не заўважыў ніякага раскрыцця гэтага тэзіса чаму-то. Это тое самае, што я назваў бы гэты стрым падарожжа у Егіпет, але мы сядзім з табой, ты ў Киеве, я недзе в Беларусі, і гаворым пра трэція рэчы. Ну, это... Не, мне бывает так само, так стрим называется. Подожди. Раньше же были такие, они сейчас, наверное, есть сайты желтой прессы. Вот реклама такая лезет, там у какого-нибудь артиста там отваливается нога. Ты нажимаешь, нога не отвалилась. Дальше, ну, совсем про другое. Потом там же идет реклама, там выросли сиськи там у кого-то там или еще что-то. Или как сделать так, чтобы у вас выросла грудь там 8-го размера. Или жопа стала не такая супер. Да, ты нажимаешь и опять переходишь, но этого там нет. Вот, может быть, по этому принципу. Не, это особливо есть такие сайты с кучей реклам, великими литерами. Это уже, в принципе, у нашем сегменте интернета, ну, российском и нашем, так само, больше российским практикуется прикладно с 2012 года. Вот у частого кризиса такое пошло. И я помню, мой напарник был и как раз в 2012 году кризисным, когда мы трохи бездельничали весной. Ну, мало зарабляли, але мало працавали в командировках. И он спаливал весь трафик, там неких тогда давали 34 гигабайты с кнопочного телефона, спаливал, переходячи по этих посылках. За 2 тысячи спаливал трафик весь. Вот, и там написано, типа, если будешь принимать там каланхоэ 2 раза в день, то, то и то, 3 кнопки. Да, натискаешь, а там зусім говно. Так і вот этом білсаці, хто хоче поглядзець, его, калі ласка, я скинуў у чат гэты відэа. Ну, у папярэднім стрыме, які я зачыніў, там 136 было праглядаў, мы гэты відос якраз глядзелі, скажем, калектыўны быў прагляд. Ну, карацей, коротко перакажу гэты відос, пра гэта не кажа, ён кажа, што які Лукашенко рэдзіска, і лукашысты ўсе рэдзіска, все ответственные лица рэдзіскі. Евросоюз более грош вам не даст, твары вы конченые, разумеешь. А и маецца на увазе не просто кредиты, а подарунки до Евросоюза. Евросоюз вельмі добрый, и он давал подарунки на медицину, деткам там, и так далее, и тому подобное. Вот. А это самое. А вы, твары, людей б'яце, понимаешь? Ну, то бок, оно подобно вельмі, это, в принципе, правда. Я ничего такого не могу сказать, что это неправда. Евросоюз давал, и я не разумею, как летась, помню, их нечто щитов не хапало. Евросоюз дає 300 миллионов долларов, их щиты, гранаты, отазаки новые заказали. Разумеешь, это на коронавирус. Ну. Так, но сейчас-то будет давать на гражданское общество. Ну. А ты видел Тебе подкатывал кто-нибудь с голд-карточкой? Не, пока не подкатывал. Чувачок какие-нибудь такие. Мне вот знаешь, что интересно? Я нашла на сайте «Страна для жизни» фонд «Страна для жизни» благотворительный. Да. И там можно сделать пожертвование на политзаключенных, оказывается. То есть там такие нарисованы корзинки. Такой вегетарианский витаминный набор, он называется, стоит 20 евро. Оформить доставку политзаключенному витаминного набора, перечислить 20 евро. А можно набор с мясом, перечислить 30 евро. Тоже оформить ежемесячный платеж, чтобы какому-то политзаключенному доставлялось вот это вот за 30 евро. Мне очень хочется спросить наших, если кто-то зрителей смотрит или будет смотреть, есть ли такие случаи доставки от «Страны для жизни» политзаключенным вот таких вот пакетиков за 30 евро каждый месяц? Може і ёсць, в принципе, може і ёсць. Ну, я нешта не чуў. Нешта я не чуў. А помнишь, какие гроши збирали
это як яшчэ да байпола, яшчэ байпола не было, нейкія ўсё грошы, нейкія мільёны. Падчас Стрыжак вылез, сказаў, што 8 такія миллионов, вялікія которые... 8 адсоткі. миллионов, которые никто и не нашел вроде как, да? Ну, смотри, здесь мы Мне казали, не что знаем такие точно. отсотки, 2 миллиона мыши погрызли. Такие, я думаю, ну ладно, вот суперчат, максимум, что бярэ гэты святы Google, так само людей же надо обеспечить, там высокие зарплаты, но максимум, что он возьмет, 23%. І прычым гэта з усіх валют свету, якія тут падключаны, ад беларускага рубля сранага, які у Польшчы табе яго, мабыць, скамкаюць у твар кінуць, беларускай, просто ніхто не возьме ў Польшчы, просто як грошы ніхто не возьме. Там да малазійскіх нейкіх вот іх у іх рупій, дарэчы, этой рупій як наш стары рубель, наш рубель гэта 9200, по-моему, то бок людзі ў ноль не адкідалі. Там и аргентинские реалы, там, что хочешь. Вот это все переводится в доллары, и ты губляешь, ну, хай 25%. Як это у Стрижака вышло, что там в реахвіруваннях такие отсотки там погубляли еще, что там Facebook поел, чи там Ой, выше з'їли. Антосик, это невозможно проследить и невозможно... Понимаешь, сейчас наши разговоры, это вот, ну, такое... Условно говоря, мы ж не можем, у нас нет фактов. У нас есть только логика. А логика нам подсказывает многое. Ну так, это вот давай пачнем тады з логікі. Вот ты выпустила такого товарища недавно, ну тут мой подписчик возмущаўся трохи у чаце, як же ж яго, забыўся завуць, аналітик это палітычны, як же ж яго, які сказаў, што няма ніякіх прамых доказаў у сувязі бабарыкі с Москвой. Ты имеешь в виду Щегельского? Не Щегельскага, вот апошні быў, сёння раніцай ці учора выйшаў, фурор быў з ім звязаны у каментах. Як же ж яго прозвішча? Быковскі, так. Ну, во-первых, подождите, не передергивайте. У нас во-первых, он сказал совсем иначе. Он сказал, что нет доказательств того и нет доказательств обратного. Поэтому, но это не значит, что логика нам что-то не подсказывает. Ну и потом, это его мнение. Ну, хай це буде так, але як бы... Но он не про Бабарика, по-моему, говорил, а про Тихановскую, про штабы. Не, ён сказаў бы, як я зразумеў, у Вагулі пра ўсё гэта. Про новую оппозицию, да. Типа, якая оппозиция? И снова же, той же поздняк. Ну, я последнее время, я хочу, кстати, извини, перебила, и на эту тему, да, поднять, ну, вернее, сказать об этом. Я очень мало вижу реально людей, которые не боятся говорить правду. Знаешь, есть такое понятие внутренней цензуры. Когда ты даже вроде и можешь сказать, видимо, но тебя так уже связывают отношения с разными людьми за годы, там, в той же оппозиции, в тех же каких-то отношениях, в той же там Варшаве, Вильнюсе. То есть ты находишься в некой системе взаимоотношений. Особенно журналист, который хочет еще найти работу и прочее, прочее. Ну, это я так рассуждаю, гипотетически. И вроде и неправду сказать нельзя, и вроде правду страшно. Вообще вот в этом смысле белорусская даже замежная оппозиция, та, которая уже сидит где-то в других государствах, очень сильно уступает украинской журналистике. Здесь понятно, что хайпа очень много, но я смотрю, что все-таки нет стеснений говорить у людей то, что они думают. И больше того тебе скажу, что нават самые бессаромные мертвечуковские каналы, я глядзеў іх ток-шоу, яны не косяць под Москву. У іх свой стыль, у іх свой падыход, у іх няма ніякага копіпаста. По-богатому обставлены студии, выдатное освятление. У промосковских всегда все по-богатому. Что-то Да, делать море. выдатное освятление, выдатные костюмы, коли жанчыны такие дородные, знаешь, як это, ну вот символ прасцяка. У прасцякоў заўсёды ж вот тыя чыноўніцы, якія выходзяць з прасцяцкага
асяродка з такога, ну, цяжка адукуемага. Яны такія, яны самкі такія, у іх такія начосы, такія лупы гэтыя, як слоікі там і так далей. Вот такія вот такія бабішчы такія з цыцкамі, там крыклівыя, такія нагамі топаюць. І іхны прадакшн, можна так назваць, выглядае лепш, чым тое, што я вот паглядзеў на Белсаце, таму што Белсата 2 месяцы я не глядзеў прынцыпова. Нічога абсалютна не, только чытаў пра іх. Я просто Вот, поглядел на Белсат да, я сейчас подписалась, ну, чтобы видеть контент. Ну так, я поглядел, я думаю, Господи Иисусе Христе, 2003 а-ля 2006 зімоўскі БТ выглядаў прыгажэй, пераканаўча болей, якасней. Это ж просто заказуха нейкая. Заказуха Еўросаюза. Зразумела, што у Еўросаюза ёсць больш правоў нам казаць, што мы гаўно, чым у нас казаць некаму. Ну, кром самих сябе. Але гэта звычайная заказуха, гэта іх інтарэс, это не наш інтарэс. Яны паскардзіліся на нас, на твары, што мы Лукашенко не скавырнулі, вот, мабыць, кветак мала швырнулі в аўтазакі, трэба было болей закупіцца кветкамі. Вот. А яны грошы давалі. Вот мы ж вам грошы давалі, а вы вот такія твары вот Лукашенко пакінулі. Вот, разумееш, вот так вот. І да чаго там была Ціхановская, зразумець не могу. Что тут Ціхановская в этом репортаже? Ты, кстати, сегодня видел Владимира Курейчика? Я тебе скидывала видео. Нет? Переходим на Курейчика. Это очень забавное видео. Человек... Оно сделало мое утро. Он же, по-моему, в координационном совете. Курейчик выглядаў апошнія 3 месяцы як чалавек, якому сернай кіслатой спалілі вочы. Ён ні хера перад сабой не бачыў. І тут Курейчику вот это, ну, мабыць, ну, уже газосварка там, ці што, ці электронная сварка яму прабіла бельмы, ён в упору бачыў, што у Словакіі усе паглядаюць на Пуціна в адносінах з Беларусі. Как-то нехорошо. Ой-ой-ой, а кто это сделал? А кто это сделал? Разумеешь? Ну, я не ведаю. Я думаю, что празрэнне Курейчыка шчырае было так, как яго аблуда шчырая была. Як ты кажаш, звязаўшы у кубло гэтых сувязяў, гэтаму. Ну, это тут тое самае, што, як я казаў на стрыме на раёне, там нехта некаму сват брат, і там таксіст, ён стрыечны брат этого мента, а мент это дядька КГБшник какого-то мясцового там и так далее. Вот то же самое, мабуть, Курейчик был там много кому виноват, але вот такое он уже, ну, развидеть не может. Слушай, ну подожди, 5 дней назад они там сидят, обсуждают новую конституцию, Сагурбаш, которая призывала Путина и готова там просить его защитить белорусов, Путина. Как можно Сагурбаш говорить, я не разумею, как можно говорить здесь. Ну, это второй вопрос. Но там был Цыпкало Вероника, Латушка, Багрецов и Курейчик. Они обсуждают новую конституцию. Все великие спецы юриспруденции. Ну, Курейчик режиссер. Ну так. А Грубаш, значит, наверное, юристка. Грубаш, может, и на юрист, но, по-моему, она спевала апошніх годов 17, как минимум. Коли не 27. Кто знает. Вообще, конечно, все это выглядит клоунадой, согласись. Ну, а вот я имею больше права обмярковывать Конституцию, у меня хоть юридичная эдукация есть нейкая. Хоть нейкая, хоть без практики. Я хоть ведаю, какие книжки брать. Во-первых, сейчас, мне кажется, это обсуждать как бы вообще ни о чем, просто видимость деятельности создавать. А учитывая, что у нас есть вполне законная себе Конституция 94 года, я вообще не понимаю эти изобретения велосипедов. Ну так, люди изображают себе слепошарых коллег, и ну, это гульня у хованки, типа, вот это вот. Это называется свято протяг. Смотри, по поводу Конституции 94 года, почему они не хотят возврата? Ну, во всяком случае, как с Вадимом мы говорили, он считает, что тогда вся их деятельность, она тоже незаконна. Потому что любое участие в выборах лукашенковских – это уже незаконное действие. Так. Если признать реальную конституцию реальной конституцией, то, соответственно, вы тоже принимали участие в незаконных действиях
как и, собственно, сам Лукашенко. И по большому счету, ну, понимаешь, то есть это тянет за собой определенную логическую цепочку, от которой им хочется уйти. Плюс Конституция 94 года предполагает реальный нейтралитет. Соответственно, там должны быть отменены союзы с Россией, так, в которые Як вступил нікчем-то, Лука. яны аўтаматам адмяняюцца зразу. Абсолютно. А они-то это не собираются делать. Их это не устраивает. Я Они думаю, что неоднократно... галоўнае это второе. Первое, Да, я тоже их так думаю. роля, яна Да, залежнасці. Яны не я незалежныя. тоже думаю, что это второе, потому что они неоднократно подчеркивали, что никаких договоренностей по союзному государству они отменять не хотят. Вот. Гжегош Бжешчекевич пишет. Конституция 94 года Путин не разрешает, потому что там одному. О, Бжешчекевич, это, до речі, таки трошки вредноватий мой підписчик, я його трошки навіть банив на 300 секунд, вумнічає много, ну попахує трохи від його лівацтвом, але вельми сейчас это правда, юморний да, хлопець, і він свій псевдонім узяв з відомого польського фільму. Бжешчекевич, Гжегош Бжешчекевич, это там, як вони записували, німецька нова адміністрація записувала ну, этих резервистов, поляков. Там, як тебе зовут? Гжегош Бжешчекевич. Как это можно произнести? Бжешчекевич. Я не могу. Ну, трошки по-польску я ранее учился, так змог. З 3 раз. Так, Руслан, вітаю там на дворі Буркіна-Фасо. Так. Ну, вот тут трошки... Антосик, да, ага. Вопросы есть, я хотела задать. Так, чомки-бомки. Не, ну гэта каментар, пытанняў пакуль няма. Сябры, задавайте пытанне. Ты кажи. Может быть, уже какие-то появились новости по поводу... Смотрите, какая-то такая настораживающая цепь событий. Вчера выступление Путина. Вот это письмо, которое, ну, просто... Артикул Путина. Да, огромный, о триединстве народов. Мы опять все там меньшие братья и сестры этой сверхнации. Вот. К чему все это было, да, задаются все вопросы. Вот ты что думаешь? К чему все это было? Он готовит почву для войны или это бла-бла-бла? И смотри, сегодня Лука выехал вроде как неподготовленно, по крайней мере, российские медиа так говорят, быстро к Путину там на встречу в Питер. Что это? Про Луку я нічого людського по новинах не знайшов. Спадари глядачі, напишите, коли ви нечто людське бачили. Я шасту по усіх этих групах. Ну, я тоже не видела. По новинах, там просто була новина. Полетів, нечто сказав. Здоров. З другого боку, розумієш, мене гэта не крепко хвалює. Сам факт полета, он, конечно, тревожный. Но то, что он там будет сказать, мне это абсолютно не хвалює. Это, скажем, то собачатся, то любятся. Да, и потом серьезное отношение к словам Лукашенко, это ну такое. Ну, про гэта некалі Зянон казаў не один раз. Мне гэта казала моя родная маці ў 2004 годзе. Она кажа, чаму ты запамінаеш усе словы Лукашэнкі? А я мозги тады працавалі, ведаў усе цякучыя пералы Лукашэнкі, у галаве трымаў штук 60-х. На маці кажа, не запамінай это говно, тому что гэтае слово нічого не варты. Мне моя родная маці сказала. Про это Пазняк казаў у інтэрв'ю Белсату ў 17-м годзе, у 15-м годзе. Я ему про Лукашэнкі, цитату Лукашэнка, я кажу, паглядзіце, в Украине война, які цитаты Лукашэнкі. Разумееш, ну... І таму помніць, що он там будзе казаць, ну... Можа быць, гэтаму піцерскаму дзеду стало дрэнна ад гарачыні, можа там ламанула яго, там сальманэла яго, я не ведаю, чаго яго так крутанула. Но мне здаецца, што трэба корань шукаць ва ўкраіне, таму што, як я бачу, што апошнія 4 дні ідзе абвастрэнне вайны. Да, так. Я думаю, корань там. Ён там бесіцца, вот кожны дзень паміраюць людзі. 1-2 чалавекі зноў сталі гінуць. Это як вот было тады, калі у нас былі гэтыя вялыя нашы, але масавыя 6 ці 8, это ж было абвастрэнне таксама тады. Цяпер яны бачаць, што іх ніхто слухаць не хоча, і вот яны так прыцягваюць до сябе ўвагу.
альбо адцягваюць сабой увагу ад гэтага. Я думаю, важней глядзець на украінска-расійскую вайну тут цяпер. Сэнс там, скорее за ўсё. Сэнс там. Ну, наконт артыкула тут ужо усе хайпанулі. Ты не справілася, я не справіўся, я і не хацеў. Не сильно-то мы хотели, неинтересно. Честно, я з этой цитаты, что ты привела Путина, знакомитый про этих 3 народы, я в эту цитату уехал, хоть, ну, здається, текст я добре бачу, я в эту цитату уехал только с 3-го раза. С 1-го раза я подумал, что человеку дрянно просто. Просто я вверх-вниз не сходится в этой цитате. Пасля я вже таки зрозумів, що він має на увазі, і тут Путин, конечно, проявляет такую ненависть до раннего Советского Союза. То есть он ненавидит Советский Союз не увесь. И он той Советский Союз, который связанный со Сталиным, а может навіть з Гитлером, он любит более. А той ранний Советский Союз, вот это, он не любит, потому что ранний Советский Союз, он лічить, это як бы частковий проіграш у так званих громадянських війні. Спочатку ж були спроби створення Советских республік у піку національних, того ж самого БСРБ, вот это 19 года, що проіснувало неповні 2 місяці, там Донецкая республика, яка перетворилась у Советскую Украину, раздулася, а тую УНР знищила. Вот. А пасля з'явіўся Советский Союз, пасля быў такі перыяд незразумелых тэрыторый, нібыта хацела ўжо створана РСФСР, оно ж было створана РСФСР у 18 годзе, і оно хацела раздуцца на ўсе тыя тэрыторыі. Вот. Не атрымалася ім раздуцца, бачылі супраціў на месцы. І яны пашлі на папятную, стали прыцягваць на бок інтэлігенцыю мясцовую, з-за мяжы іх вала, того ж Ластовская і так далей, і стварылі этой рэспублікі. Вось гэты перыяд слабасці, зноў жа Советская Россия, так званая, якія называюць у гістарыяграфіі, ты ж історык, яна прайграла 2 вайны. Вайну у 20-м годзе, у 21-м польскую вайну прайграла. А ў 20-м яна прайграла Латвіі, Літве, Эстонії, як я разумею, у 20-м годзе яны саступілі. І таму яны былі вымушаны, таму што Польша нормально замацавалася як дзяржава, ўжо по другому кругу. Літва по другому колу замацавалася, Латвія. Да, перазагрузілася, і яны былі вымушаны стварыць гэтыя, паспрыяць стварэнню тых рэспублік. Але як яны іх стварылі? І зноў, што Путин падымае пытанне, почему столько тэрыторый падарілі? Яны ж гэту тэму твары, пасля таго, як наш пратэст быў задушаны в канцы осені, ватнікі мусіравалі гэту тэму месяца паўтара на этих, на 60 минут ім пакідывалі там ці метадычкі. І Путин гэту тэму тупарылую падняў. І твой каментатор, гэты Пазняк, што на канале каментаваў, ён жа павёўся за Путиным, а не трэба весціся за Путиным. Трэба ісці по сваей лініі. Не трэба танцаваць з Путиным, трэба весці айкідо, калі ён за цябе цапляецца. Не ты за яго цапляешся, а ён за цябе павінен цапляцца. І ён кажа про 22 год, а мы давайте вспомним, бог зім з 18 годом, 19 год. Дзе наша першая Советская Республика? От Смоленска до Бранска. Где она? Наша первая Советская Республика объявлялась от Смоленска до Бранска. Это я помню. Правда, реально были мясцовые гэтыя органы кіравання сфарміраваны былі на Смоленшчыне, на ўсходняй Гомельшчыне, ўсходняй Магілёўшчыне, ўсходняй Віцебшчыне. Вот. Яна існавала реально там. Советская Республика Смоленшчына, потому что я у Добрушы ёсць домик, не ведаю, як цяпер, можа, ўжо разбурылі яго, але 10 гадоў яшчэ таму, 11-12 таму, як я там по камандзіроўках езджу, там было написано, что здесь в 19 году, там, 1 там, такого-то января была там созвана там какая-то там совет народных комиссаров, БСРБ вот этого и так далее. То есть это было гордость, что Добруш это был такой, как моя бабулька говорила, центра это было такое. Была такая центра, что вот и она, советская Беларусь. Але ж она декларировала все территории БНР, все, вот, и еще Полесье, причем. БНР БНР объявляла все Полесье, а гэтые признавали
палову Полесья и поўдзень Берасцейшчыны, по-моему, за Украиной признавали. Але ўсё равно аграменная была Беларусь. Так можно Путину просто отказать: дед, давай листани раней и полядзі ў 19 год у пачатак. Где наша республика? Чему вы ее развалили в Москве? Понимаешь, пропаганда это такая херня, когда желание найти правду, его ж нет. Ну да. Поэтому выхватываются те факты, которые нужны для того, чтобы выстроить свою картинку, чтобы подстроить эти факты под свою картинку мира, которая удобна. У нас там что, кто-то что-то спрашивает? Ну, есть такие пытания. Давай. Пошли пытания. Аленочка, что ты думаешь с приводу заявы Луки про закрыття кордону між Україною та Білоруссю? Я против. Ну, я, конечно, против. Я против таких решений. Люди должны коммуницировать, и люди должны спокойно ездить. Поэтому я вообще против железного занавеса со стороны Беларуси, естественно. Но в данном случае и против железного занавеса со стороны Украины. Здесь должна быть очень тонкая политика. Вот очень хорошо сказала Оля Харламова в эфире, когда я задала вопрос по поводу украинской политики по отношению к России. Я понимаю, что состояние действительно цугцванга такого. Да? С одной стороны, безусловно, ни в коем случае нельзя признавать Лукашенко. Но и разрывать дипломатические отношения тоже нельзя. Все поддерживать секторальные санкции, это сегодня толкнуть Беларусь в объятия России. Для Украины это тоже очень, мягко говоря, плохо, если с точки зрения Украины. Поэтому как здесь продержаться, как оставить какой-то лак, это уже решать Украине. Но вот я против кардинальных мер. Тады ў 15 Несмотря ни на годзе что. я таксама. Але скажу табе так, што тады ў 15 годзе быў я маладзейшы і знаёмыя мае, і ўсе астатнія. Мы ўсе чакалі ад Парашэнкі, што не прызнае Лукашэнку. Мы там шмат хацелі ад чужых прэзідэнтаў, а ён Лукашэнку неяк прызнаў. Я думаю, по той же самой схеме прызнаў, як і, скажем так, не далі абараніць асобным вайскоўцам Крым. Позвонили из Вашингтона и сказали: не надо войны, зачем, у них ядерное оружие. Так само и признали Лукашенко. Он же ж многовекторно работает. Так а чего вы, вам же ж выгодно, будете битум покупать у Мозыры, там, солярка надо в армию и так далее. И мы, конечно, даровали это Порошенку и обмярковывали это в семье, с братом, як бы і з сябрамі. Ну гэта быў такі вялікі турмус. Я думаю, што калі б тады пачалі рэальна, калі б в Украіне як у дзяржавы яна не была так спустошана, быў рэальны ресурс яго трошки закілы тузануць, то до 17-го года шмат бы што змянілася. Тем более не забывай, тогда еще не было вот этой нью-оппозиции, в которой было вложено Яшчэ не выраслі былі малыя, да, якія толькі бачаць Россию, больше ничего. Абсолютно верно. То есть была еще сильна национально-европейски ориентированная позиция, поэтому могли быть другие процессы. Так, гэта зразумела. Так что с Путиным тут моя думка такая: деду пеканула ў галаву, накіразаў некай херні безграмотна. Я нагоўне не ведаю, для чаго он піша нейкія артыкулы, гэта што яго праца такая, он же президент. И он же письменник, там, журналист. Им всем хочется остаться в вечности. А у них уже разорвано, Антосик, у них уже разорвано. Вот представляешь, люди, которые живут в поклонении себе. А у них разорвана связь с реальностью, конечно, с реальным хоть какой-то критичностью по отношению к себе. Они живут как султаны, которым 24 часа в сутки говорят, насколько они идеальны, насколько они неповторимы и так далее и тому подобное. То есть критичность к себе пропадает. А вот не попробовать ли мне себя в писательском деле? Кстати, сегодня по поводу писательского дела увидела, что Анжелику Агурбаш, оказывается, спонсирует Гуцериев.
А, бачу, да, ты мне Видел, да? высылала. А еще смешнее всего, что он еще, оказывается, и стихи пишет к ее песням. Гуцериев, да? Ну, ты помнишь хоть одну песню Анжелики Агурбаш? Не. Я тоже нет. Ну, неважно. Ну, что-то там такое на славянском базаре раньше, несколько лет назад, там что-то такое было. Очень патриотическое. Весьма. Но я не вспомню. Не, ну можем, конечно, забить зараз, поглядеть Анжелику Агурбаш, но не очень хочется. Мне не надо. Мне я її терпеть не мог. Яна, до речі, это вот бэкграунд, типа про беларускі рыхтавала даўна. Это у яе такая была, як кажуць, яечка, закинутая на поклад в одно гнездечко. Я помню, что были записи, аудиозаписи с Агурбаш за 2004 год. Там был некий сборник, и там Агурбаш с неким пела, ну, с неким бэндом нашим пела. Агурбаш, я думаю, ну ладно, гэта ведаю, хто такі, а ты хто такі, ты хто вообще? Чего ты сюда приперлась? Я думаю, у меня уже солистов более нема, Она солисток с каких-то. веросами пела, Антосик, она же с веросами пела, у веросов. У Раинчика. Ну так, але яна там з некімі рокерами спела, была нешта беларускае такое, у стылі таким цыганскім таким стылі, таким альтовым голосом, таким вот этим. Там на белорусский родный кот. Это же 2004 года запись. У меня еще на первом компе этот запись был. Я же комп купил за этим записом. Там были два альбома «Эпидемии» и вот этого сборника. Это было на компе. Вот. Так что белое вино и червоное. Во, вспомнили. Татьяна Тати вспомнила. Белое вино Для и меня, ты червоное. знаешь, на самом деле, вот это люди одного калибра, два человека просто разных полов. Это Анжелика и Солодуха. Я вот также знаю одну песню Солодухи «Здравствуй, чужая милая». Я там помню. Здравствуй, чужая милая. И все. Вот и все. Вот, по-моему, вот мне как-то все это очень похоже. Ты знаешь, я тобі скажу, що з Солодухом я пересікався, він там піаритися спробував перед короною, ну заробляв як мог. Я на івентах з ним пересікався і скажу, що який Солодуха був бридкий у кінці 80-х, початку 90-х, коли Я знаю. напрацовував Ага. свій бекграунд, і який він зробився патульний у старості. Він вельми патульний, він з усіми блогерами добрий, з усіми аніматорами познайомиться, поцілується, там чарку винесе, поклониться, такі набожны нейкі. Милы чалавек Солодуха. Насамрэч ён ніякі не гадзіна. Ну, раней он быў гадкі, гідкі быў Нет, так Солодуха. я ж не про человеческое, я про творчество. Ну не. І мне здаецца, што Солодухі творчасць болей эпічная, чым у Агурбаш. Ён болей незалежны, ён болей маркіраваны ў творчасці, яна больш эпічная, чым на яе. І Да? ніякай эпікі нет вообще. Ну, может, я не знаю. Я знаю «Здравствуй, чужая милая». Я всегда помню, даже хохотала, когда шла реклама по телеку, там диск Александра Солодухи. Я пыталась себе представить этого человека, который сейчас придет в магазин и попросит там вместо там Металлики, знаешь, там Нирваны, что Ну там, да. диск. Молодые, не женаты, подведи Диск меня. Александра, да, диск Александра Солодухи. Ну не здарма ж, ну Солодух ён быў стаў ужо эпохай. Ён эклектычны стаў ужо ў пачатку 2000-х. У 90-е гады ён усіх, прабач, затрахаў сваёй творчасцю. А ў пачатку 2000-х для майго пакалення ён ужо стаў быў эклектыкай. То есть Угу. мы не уяўляем сабе нашу поп-культуру без Солодухі просто. Вот маё пакаленне нават трохі маладзейшае, старэйшае, той же Кулінковіч, он же в свой час Не, ну Кулинкович, ну ты перапеў сам. Солодуху быў калі першы раз у варшинках і катышках у 2003 годзе. Там як яны там пелі Не, ну это здравствуй, чужая Стёп. милая. Ну это Стёп, это другое. Ну так, ён і чорныя глаза перапеў, таму што тады яны з усіх магнітафонаў гучэлі, это чорныя глаза кашмар дзікі. Саша был великий человек, Да, Саша быў большой человек. вялікі чалавек быў. Са сваімі слабасцямі. Ну, это понятно, это должно быть так. Это ж не этот самый, не статуя. Ну так, Но гэта быў большой души человека и честности и так далее. вельмі милы быў чалавек ён. Мне пашчасцілася адзін раз быць
таким тамадой при ім на корпоративе, так сказать, на корпоративе. Никто не сказал, что сподобалось, но все запомнили. Я бы, знаешь, как многих хотела бы сейчас увидеть. Энное количество лет назад я приезжала сюда компашкой. Был Александр Кривошеев, помидор. Мы ехали на одной машине сюда, компания, группа «Метеор». Может быть, знаешь, такая группа была, она такая слегка андеграунда. Ну, такая, мы сюда приехали компанией друзей в один украинский паб, ирландский паб, и здесь «Метеоры» выступали. И вот мы гуляли вместе по Киеву, и мне очень жаль, что я сейчас многих как бы, ну, Игорь Ворошкевич, то есть люди, которых хотелось бы увидеть, а я сейчас приехать не могу. Но, может быть, кто-то будет приезжать в Киев. Ну, цікава сама назва гурту «Метеори», вона мені нагадує зразу житійну літературу. А ты забей, тебе понравится. Я запишу. Запиши, пожалуйста. Там играет гитарист Слава Бутурицкий, наш друг с Русланом, ну просто много-много лет. Слава, если вдруг ты нас случайно увидишь, я тебя обнимаю, огромный тебе привет. Дякую. У нас гаряча новина, а до цьому Румянцева тільки що поступила. Міністр внутрішніх справ Аваков написав заяву про відставку. Да ладно. Це ж як Ірак на горит повинен був свиснути. Мабуть, там у Києві шкло не треснуло, ніде рак не свистав. Подожди, когда это было? Вот зараз. Теперь вот только гаде было это. Только Ничего себе. Ну это реально невероятно. Буквально сегодня обсуждали, вот как долго держится Аваков и почему. Я вот вчера думал про Авакова, думаю, что ж такое за безобразие такое. Некий украинский Лукашенко тайный, некий Аваков. Ну, вот. А лишь бачишь, мабуть, уже догрызли Авакова, что написал заяву. Мабуть, папочка на стол. А чим гэта пагражае палітыкуму украінскаму? Я думаю, что в этой ситуации пагражае. Потому что Аваков на фоне зелени не самая дрянная фигура в Украине. Да, но ты не забывай про историю с Шереметом и про безвинно посаженных ребят, ну, на мой взгляд, и на взгляд многих здесь. Той, хто замяне Авакова, ён лепшым не будзе цяпер. Ну, короче, мы ж не знаем, давай не будем лезть в украинскую политику. Да, мы знать не знаем, но подозрение есть такое, что это самое, что это не к добру. Зеленский поехал в Францию и Авакову заяву пишет, что ж такое. Вот, некто, я муж повинен Зеленский заяву подписывать, мабуть, Авакову. Слушай, я не знаю, я еще не видела новости, мне очень интересно посмотреть, что, зачем, почему, но это действительно такая громкая новость. И это даже круче, чем письмо Путина. Ну Хуйло. так. Можно говорить в эфире хуйло? Да. Пишет Руслан Парфенов, а где привитание мне? Русланчик, солнышко. Завтра у Руслана Парфенова, моего мужа, папы Машеньки, день рождения. И он будет отмечать его один в Польше. Главное, как не в поле, потому что солнце можно не печь. В Польше можно. Ну, Папик, привет. Завтра повіншуем. Надо даже завтра тогда повіншуемся. Тады... Папик, я же не в прямом эфире, я ж не вижу. В смысле, у меня не видно. Мы не я смогли буду читать, подключиться, да. я почитаю. Просто где привитание ему, а я что, вижу, что он... Не, в принципе, Наташа может отчинить наш прямой эфир на компьютере и читать сама гэтые. Наташа уже, она так бедная намучилась, что у нее уже сел компьютер, и она все спит на сегодня. Спит. Ясно. Значит, Курейчика обмерковали, Путлера засвятились, уже хайпанули с Путлером, хай его, бля. Лятучего деда обмерковали, это, мне здаецца, это такое, нечто тревожное, але незразумелое. Нам правду не сказали. Ватник любит сказать, тебе же правду никто не скажет. Лятучий дед мне вельмі сподобается, лятучий дед. Лятучий дед, да. Ну, дед, ну, я не хочу сказать дед по вызову, все-таки я в Беларуси, но лятучий дед можно сказать. А ты же не сказал, про кого ты.
Ну, про гэтага, Ну, про ну, графюрера. про того, Про графюрера. про того. Хацеў бы што яшчэ абмеркаваць. Кінулася у вочы мне дзве навіны. Першая гэта полацкія косткі. У Полацку пачаліся земляныя працы і нарылі кучу костак і артефактаў 11-17 стагоддзя. І стаяць рукі ў бокі. Але ж нарылі іх не археолагі, звычайныя рабацягі. Пераламалі тыя косці княжоў. Ужо колькі пісалі пра вышвырнутыя косці ў савецкі час княжацкія. Калі скончыцца, вот пытанне такое рытарычнае, гнеўнае, калі скончыцца гэта бляцтва Беларусі. Вот як завесці, за якія рукі грамотна чалавека, які мог бы ўздзейнічаць на гэтыя працэсы. Альбо гэта немагчыма у нас. Вот Ну, конечно, немагчыма. Менавіта трэба капаць Полацку, там, дзе старажытныя магілы. Там фундаменты некие, крипты старые, там, навошта это робить? Ты меня спрашиваешь, ты видел новость, которую нам наш с тобой общий друг Минский показал, когда сейчас снимаются почему-то купола с храмов, да, там, которые были построены еще во времена Речи Посполитой и меняются непонятно на что новенькое. Я не знаю, к чему это все делается. Ну, купола это просто такое знявечивание стилистичное. Не, ну это же, понимаешь, это же общая такая концепция, как бы неуважение к своей истории. Оно проявляется, может быть, и в том, и в этом, и в другом. У той власти, которая у нас сейчас, у нее абсолютно пророссийский мозг. Для нашей власти не существует ничего белорусского, как и никаких святынь, которые ее не касаются. Да, у них святыни свои. До речі, недавно я проходил мимо КГБ у Мінску, треба было подъехать не 4 тому. И там выносили нябожчика, у КГБ отпели, там сатанисты это отпели своего супрацовника, и пляскали у латки. Значит, им можно, а людям было не можно. И мне сразу кинулась такая логичный ланцужок, ну, может, это не прямая залежность или логика есть, что той провокатор, который людей подговору под Бухторову, это уже разбитая громадянскую супольность у 11 году, после теракта, пляскать у латки, у самую горчиню выходит, это ж подстава такой здек. Оказывается, у Габ'я есть такая привычка, гэта пляскать у латки на похование, як африканцы некие. О, я даже не знала. Я такой другий раз у житті бачу. Перший раз я бачу, думаю, мені здалося було. Уже не був студентом, але мені году було 25. І тепер я так трапив, був на винос нябожчика з їхнього гэтага ашрама, з этого їхнього сатанінського. Вот. І вони пляскали у латки, там галёкали, як папуасы, галёкали нешта. Вот у них есть свои святыни. Вот их нябожчик, гэта сатаніст, это святыни. Вот у іх гэтыя зоркі нейкія там сімвалы, гэта іх святыні. А косці княжоў там после Рагвалодаўскай эпохи, там 11 столетия. Это для них ничего. Понимаешь, все, что касается того, что уводит человека в национальную идею, все, что касается, что уводит человека, напоминает о национальной идее, уводит от совка, так или иначе. Это для них это смерти подобно, потому что вот этот совок – это их жизнь. И если это человека уводит, для них это самое страшное. Лукашенко отлично понимает, и как и Путин, значение символов и национальных, каких-то важных, национальной памяти и так далее. Вот это все должно быть истреблено. Тогда рождается их человек. Живет их человек, который свободно засираем совковой пропагандой, вот живет с этими мозгами засранными. Поэтому, это прогнозируемо. Когда это сменится? Когда у нас все сменится. А у нас все сменится, когда народ сделает геополитический выбор. И будет готов положить ров между Белоруссией и Россией, ну, пускай условно, да, отстегнуть от себя эту часть. А с этой частью уйдет и наместник этой части, который сегодня пребывает в Беларусы-ненавистники, яны сведома заахвочваюць плебс да таптання, фізічна таптання гісторыі пад нагамі.
але ж яны зацікаўлены у вандалізацыі мыслення. Яны зацікаўлены. Я раней дзіваўся з того, што вот савецкае пакаленне, ну, напрыклад, пачатку 70-х, там, на которые на 10, 12, 13 гадоў за мяне старэйшыя, былі такія, ну, у масе сваей, ну, як бы, як сказаць, непашанотныя па-старому, калі сказаць, да парэшткаў людзей, нябожчыкаў. Мне это заўсёды здзіўляла. Вот колькі было гісторыі, што, ну і мае равеснікі ўжо пасля гэтым адрозніваюць, гэтыя вот чарапы, што вылазілі на курапатах, асабліва чамусь яны палезлі ў 80-е гады, мабыць, нейкі цыкл біялагічны прайшоў, і з гэтых магіл, мелкіх магіл палезлі чарапы, яны там насіліся тымі чарапамі адзін за адным, футболілі іх. Я ў дзяцінстве чуў толькі раз пра такую гісторыю, і я ведаю, што ўсё-такі дзеці як-то зрэагавалі, хаця рэлігійнымі яны не былі, але некае выхаванне такое прымітыўных рэчаў, нейкіх такіх вот духоўных, традыцыйных, правільных, неправільных, неважна. Яно было, і, па-мойму, гэтаму хлапцу надавалі па почках. Вот, который там з чэрапам нейкім бегаў, гэты чэрап дзеці самі пахаранілі, і яго адмяцелілі, там на зямлі лежаў. Вот, гадоў на 7 за мяне быў старэйшы, я там быў шасмаркач, там перад школай, а гэты ўжо быў падлеткам, там гадоў 13. І вот мне здавалася, ўсё-такі я б прыйшоў да высновы такое, што ўсё-такі, нягледзячы на ўсю сваю эту типа духоўнасць, эту такую вот эту вот цягу да гэтай аскетызма, там это Савецкі Саюз, ён быў ўсё-такі ідэалогія, гэта была такая настолькі шмат узроўневая, што яна была зацікаўлена у атупленні людзей, вандалізацыі іх мышлення. Конечно, конечно. Вот. І гэта ўлада ў тым ліку таксама ў гэтым зацікаўлена. Так подожди, эта влада ничем не отличается от той, что была, на самом деле. Просто она зменшилась, у ГУЛАГ не пошли, что Славки не пошли. Да, она фактически это все тот же монстр, просто приспособившийся к новым обстоятельствам. Приспособившийся, как выжить в новых обстоятельствах, но с той же системой ценностей, с той же парадигмой и с теми же целями, на самом деле. І зноў жа ёсць архетипічныя паводзіны. Мяне заўсёды здзіўляла такая штука. Значыць, зараз я да пытанню перайду, гэта я просто хочу то, што запісаў, як оно у нас склалася добра. Сказаць вот падобныя паводзіны, таптанне касцей. Я просто это назіраў у 16-17 годзе, калі карлачку гэту бурылі, пераварачвалі. Пачалі ў 16 годзе, закончылі ў 17, там эту дарогу пашыралі. Я ж быў тады шоферам, і гэта быў мой аб'езд з брыгадай, там, ці з начальнікам, ці з электрыкам, неважна. І я прыязджаў, мне рукі трасіся, я прыязджаю, косці наверху лежаць. Я выхожу к складу, а я смотрю, что один куру глядит. А что с этим делать? Я говорю, у вас карты есть, тут же могилки. Все знают, что этот парк это могилки немецкие. Белорусских немцев, вот их, которые тут прожили 500 годов, роды гэтые, они уже стали там и белорусами, гэтые люди, там уже фамилия обелорусели у них. Разумеешь, это ж, ну, что вы робите? Могилки закрыли в 58 году, в 2017 годзе ты косі наверх вывернули. Як можна так адзебелець? А так атупець адзебелець. Немцы не чапалі, камуністы нават не чапалі. Это прикрыли парк, зрабілі там и все. Антосик, понимаешь, вот эта совковая культура, она же не держится на каких-то, вот подумалось мне сейчас, она же не держится на каких-то реальных фактах. Ее вообще, в принципе, не интересуют какие-то реальные исторические национальные факты как таковые. Она держится на мифах, которые пишутся для определенных целей. Точно так же писалась история. Точно так же создавались памятники, которые тоже обрастали подобными мифами. И эти мифы для этих исторических, а-ля исторических памятников точно так же создавались. Ну, условно говоря, да, как ты любишь говорить, натягивалась сова на глобус в каком-либо вопросе. То есть это никак не отвечало реальному Звуки слона рабілі і все, альбо там перакручвалі. Ну, гэта мне некалі нават, разумеючы, дзе жыву, але ўсё-таки некая надзея была ў 90-х, мне некалі нават школьніку было здалося ўсё-таки, калі я другі раз дабраўся пераглядзець класічную трылогію зорных воінаў, і мне ў дзяцінстве такая думка украдалася, як падобна гэта на Савецкі Саюз, калі была зялёная планета,
отбылась война, там несколько этих вот кораблей великих, которые не предназначены для посадки на планету, подбитых, грохнулись на планету, змянилась экология, все пошло в пустыне Гоби, это ж на Земле так само есть, Ну так. пустыня Сахара расползается, она там была 2000 годов назад в 2 раза меньшая Сахара, там 3600 годов назад была вот такая вот Сахара. Все расползлось, и усім абсолютно насрать на некие парэшткі, на некие старые могилы, их усе здуло гэтым пяском, задуло, куча неких бичей, бомжей ходят один за одним барыжаць, надурываюць одного, жарут некое говно с подножным кором, разумеешь? Вот это вот реально вот это вот такая звыштехналагічная алегория вот на тоталитарный строй, на советский. Там, чи постсоветский, ну, чи подобное, топтать, срать на кости нябожчика, вот, на могилы плевать, как позаросло, все, нахер, все. А пасля это, каб скорее дом построить там некий. Чему вот там менавіта, вот чего их тянем это на могилках будовать, не ведаю. Мне еще Не таки знаю. есть подоплека, что-то нечто Я сохранить. думаю, я думаю, им плевать. Ну, а лишь тягне, понимаешь, вот так, як пьяницу, ему может плевать, а лишь выпить тягне, а все равно. Вот в чем питание. То есть, и знает, где достать. И где заначка лежит, женщина знает. Откуда? Вот откуда он знает. Кстати, да. Это Вот. чуйка. Это называется чуйка. Это чорт подсказывает. Вот. И снова же есть такие архетипичные поводзіны, як закопывание домов. У маім баку справляюцца тым, што разбіраюць дамы непатрэбныя. А шмат дзе ў Беларусі савецкая прывычка закопваць. Упершыню гэтыя комба, гэты метода гэта была прыменена ў 50-е гады, калі пры раннім Хрушчове сталі борацца са сталінскай цэрквай. У Прылепцах каля Плешаніцаў свежую царкву, якую збудавалі за 1 год сваім коштам пры дазволе рэлігіі ў 45-м годзе Сталіна. Яе, по-моему, 58 год, не, 58 ці ў 60-м годзе закопали, менавіта закопали трактором. То бок это вот метода выкопать котлован, закопать трактором и сверху зраўняць, яна была тады применена, именно вот это закопывание. Я много гадоў мучаюсь и думаю, все-таки гэта некая... я, кстати, не знала. Архетипичные повозины, разумеешь, это архетип, это вот так, ну, разумеешь, это как вот мой бацька казаў, что один там мужик на зборліве был, собрал шмат дроссельных был гэтых ліхтароў и помер у 42 гады. А жонцы было 38, как мне на другі раз замуж вышла и выкинула все гэтыя багацці, что он собирал. Разумеешь, то есть гэта можно было прымяніць, он хацеў зрабіць алею и подсвечивать ліхтарамі, ну, дроссельными, тады ж не было этих светодиодных. А яна взяла и вывернула. Потому что это не православно, не такое. Вот. Это архетипичное поводження, это вот такого кота. Коли один кот зрабіў кот там каченят, пришел другий кот, гены кота там переехала машина, он задушил каченят. Так и вот это вот закопывание церкваў, закопывание домов, а не разобрать на дровы, например. Можно же хату разобрать, чем закопать. Это, прикинь, кольки коштуе аренда техники, там, моторесурс техники там, и так далее. Ну, это дорого. Попробуй найми себе на дачу. Слушай, там, я, кстати, вот об этом моменте закапывания даже ни разу не думала. Это, даже не уверена, что знаю. Я ўсюды у Беларусі эта традиция захавалася, але з'явілася на менавіта ў Савецкай. У Маскові эта традиция была, потому что, кажуць, той Питер, который был, два гэтыя гарады былі шведскія, их банально закопали. Разумеешь? Их не разбурили, их закопали. Домы вот закопанные. То бок это некое такое вот першабытное, некое такое, ну, у паводзіных есть нечто першабытное такое. Нам надо закругляться, мне надо домой поехать. Добро. Еще одно питание и будем закругляться. Не забывай, что у нас на час больше, а мне надо Машку укладывать дома. Так. Я же в офисе у Романа. Одно питання. Артем Румянцев. Антох, що можеш сказати про Сергія Коротких? Ти ж писала, здається, у групі прізвиська Боцман. Кажуть, він був членом неонацистських організацій і є кадетистом. Где он опынувся, этот Боцман? Кто такой? Сейчас об этом пишут. Здесь есть такой маргинальный, я бы сказала, персонаж, но ничего не могу толком сказать. Я видела выступление, он был в каких-то тусовках российских, националистических, потом почему-то стал в украинских.
Ну, такой однозначно персонаж маргинальный. Но Мгм. правды я пока не знаю. Понимаешь, кто-то выступает, говорит, что он там агент ФСБ, кто-то говорит, что он агент КГБ. То, что он абсолютно отвязанный, видимо, ну, это из того, что я вижу. Но я, в принципе, не владею вопросом глубоко. Я тебе поскидываю материалы, но я вижу то, что видят другие. То есть у меня нет каких-то общих знакомых с Боссманом, да, или что-то, Ну, чтобы і я о нем... дякую Да, Богу, що нема. да, или что-то, чтобы я о нем знала, чего нету в интернете. Поэтому я даже сказать толково ничего не могу. Яшчэ камент зачытаем. Моя самая лепшая модераторша і банкір мой в Украине Ната Наталія піша. Камент до моих этих дзівосаў про закопывание. Це самоїдді і їх потомки. В них культ смерті, Ленін і кладовище. У Кремлівській стіні яскравий приклад. О, Наталя кстати. заўсёды тлумачыў все просто. Не трэба ускладняць это правило. Так и на самом деле так и должно быть. Понимаешь, не усложнять. Ну так. Э, Правда, Тады она всегда добра. простая. Да, добра тады закругляемся. Ну, давай все-таки скажем, что сейчас мы будем чаще вместе. И... Будем стараться быть часцей и не откладывать на завтра, потому что, як атрымліваецца, могу я стрыміць, ёсць мабільнікі, гаджеты, я мабільнік памяняў на трохі лепшы, заўсёды можна звязацца, хто зробіць стрым, хто што, но хацелася б, канешне, каб нехта адзін з нас мог рабіць стрым. Гэта выгодней, тому што пытанні ідуць. Ну І все так, ну я думаю, складаецца что па все-таки клавішах. мы научимся Так. за полдня. Добра, дзякую за ўвагу, сябры. До сустрэчы, слава Украине, жыве Беларусь. Подписывайтесь на Менавіта онлайн. Живи вечно, героям слава. Пока. До побачення.